Сегодня в республике около 7 тысяч человек, которые так или иначе относятся к категории ветераны войны. И почти 5 тысяч из них – это труженики тыла. Но цифры цифрами, но главное, конечно же, это люди. Кто они, сегодняшние ветераны войны? Об этом расскажет Любовь Лапина. Они выстояли при осаде и штурме, вели партизанскую войну, бились на полях сражений, отчаянно, ради победы и мирного неба над головой. И спустя многие десятилетия эти бойцы снова встают в строй. 9 мая традиционно в этот день во всех городах проходит шествие ветеранов. Ранним утром у фонтанов в столице Коми в День Победы эта точка сбора одна из ключевых. Именно здесь формируется колонна из ветеранов и тех самых непосредственных участников Великой Отечественной войны. В этот день в строю их всего два – Николай Акимович Рочев и Алексей Петрович Вдовин. На груди ордена и медали, под курткой виднеется военная форма. Она явно сидит как влитая, но поражает отнюдь не это, а та до сих пор сохранившаяся солдатская выправка и блеск в глазах. И это при том, что им обоим уже далеко за 90 лет. Это праздник. Такого праздника вообще сейчас нету. Это самый большой праздник в нашей стране. Потому что это отмечать не то, что народ России, понимаешь, а вся страна, весь мир, потому что в этой войне в какой-то степени участвовали не то, что Советский Союз, а весь мир участвовал. День Победы в 45-м Николай Акимович Рочев встретил в Архангельске в 33-м запасном полку. Его сегодняшнему компаньону Алексею Петровичу Вдовину на легендарной «Катюше» повезло дойти до самого Берлина. Именно там, во вражеской Германии, связист одним из первых услышал заветное «Мы победили». День Победы – это то, что радость наша, радость победы, что мы победили врагов. Вдоль всей коммунистической живая колонна – это школьники и студенты столичных образовательных учреждений. Они выстроились в ряд, чтобы приветствовать фронтовиков. В руках цветы и много-много ярких шаров. А в самом строю ни разброда, ни шатания, равнение на героев. Это те люди, которые вернули нам Родину. Это люди, которые защитили нас, чтобы этот мир стал таким красивым. Наши родные, они сражались, чтобы мы жили сейчас, чтобы не было никаких войн. И вот раздаются первые звуки барабанов. Это вперед выдвигается военный оркестр. Следом за ним колонна ветеранов. Они движутся к вечному огню. День Победы – это уже традиционный маршрут. Там, между двумя памятными местами столицы – мемориалом «Вечная слава» и монументом воину-интернационалисту. Прямо посреди улицы проходит встреча ветеранов с первыми лицами Коми. Днем Победы! Поздравляем всех вас! Дорогая моя любимая. И вновь построение, и снова с цветами. Колонна к вечному огню выстраивается длиной не меньше километра. В этом месте к шествию ветеранов и теперь уже представителей правительства Коми присоединяются и рядовые горожане. Они также кладут цветы к постаменту, славят героев и вспоминают павших. В память о них и традиционный залп из ружей. Тем временем глава Коми лично жмет руки и поздравляет всех ветеранов у мемориала «Вечная слава». В основном это дети войны и тыловики, много женщин. Именно на их хрупких и юных плечах в военные годы ставились трудовые подвиги во имя Великой Победы. День Победы – это великий праздник. Это надо отмечать всем, чтобы не было больше войны, чтобы люди наши русские всегда были сильны, как раньше, и побеждали, чтобы ничего не боялись. После вся колонна стройным шагом двигается дальше. К ней то и дело подходят горожане, от мала до велика. Они стремятся вручить цветы лично ветеранам в руки. Из-за этого приходится периодически замедлять шаг. В эти моменты люди по бокам еще сильнее начинают скандировать «Слава героям!» и троекратное «Ура!».
Вот так под звуки оркестра и под сопровождение почти всех жителей столицы Коми на центральную улицу Сыктывкара действительно выходит небывалое количество людей. И все они, вслед за героями Великой Отечественной, следуют до самой главной площади республики, Стефановской, чтобы принять личное участие в Параде Победы. Тем временем во всех городах и районах Коми звучат гимны и выстраиваются колонны. С утра на площади Победы в Печоре проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Памятный символ молодежь крепит всем желающим на грудь. Тем временем у Вечного огня вахту памяти несут школьники. Ровно в 10 утра здесь стартует митинг «Одна на всех. Великая победа». На площади собираются участники войны, труженики тыла, представители власти, силовых структур и общественных организаций, а еще рядовые горожане. И много, очень много молодежи, которая, затаив дыхание, слушает рассказы очевидцев тех военных лет. Я вот как сюда прихожу, я не могу глаз своих. Все время, как закрою, все у меня будто было вчера. Мы трудились 10 лет в тылу. Вот, являемся тружениками тыла. Я Архангельская, нас в 42 году немец бомбил. Торжественные речи, минута молчания, и вот уже шествие по площади Победы. Принимают в нем участие военнослужащие местной войсковой части, служащие колоний и курсанты Печорского речного училища с копией знамени Победы. Проезжает и бронетехника. Эту, 73-ю по счету, победную весну в городе встречают 253 ветерана Великой Отечественной. 9 из них – непосредственные участники боевых сражений. А в Уктыле праздничное мероприятие открывает шествие бессмертного полка. Бесчисленное количество портретов, где каждое лицо – отдельная история. Проносят в уктыльцы по улице Комсомольской к площади, где запланирован митинг и концерт, посвященный годовщине Великой Победы. Идут целыми семьями, сыновьями и дочками. Я иду сегодня с сыном, а это друг сына, одноклассник. Я сегодня в бессмертном полку несу фотографию своего отца, Головина Федора Ивановича. Он служил, воевал, был сапером, был в плену, пережил все ужасы немецкого плена, дошел до победы и потом еще прожил достойную жизнь. Это мой отец, Иванов Терентий Иванович. Белорусский фронт с первого дня войны до 45-го года. Князь Вырги кончил войну. 5 лет назад помер только. Спасибо ему за мир на земле. Его боевые заслуги, все медали. Награжден, он освобождал Польшу, Германию. Это мой дед. Вот он в 42-м году ушел на фронт, имея, ну вот как у них там, бронь. И ушел на фронт, год провоевал и в 43-м году погиб под Ровно. Это тут его боевой путь в последнее время, где он воевал. Этих историй сегодня здесь тысячи. Старт акции в Уктыле был запланирован на 11 утра. Но люди стали приходить задолго до начала шествия, бережно прижимая к груди портреты своих родных, некоторых из которых волей судеб им так и не удалось узнать лично. И тем не менее, память о них жива и передается из уст в уста, из поколения в поколение. Идея создания бессмертного полка принадлежит пенсионеру из Тюмени, а известной акция стала благодаря стараниям томских журналистов. Первой из городов и районов Коми эту традицию подхватила Ухта. Еще в 2013-м горожане здесь впервые прошли стройным рядом с портретами своих близких. И вот в жемчужине севера снова конца и края колонны не видать. В руках у многих по 2, а то и 3 портрета. Великая Отечественная косила без разбора, порой целыми семьями. Эти люди стояли насмерть, чтобы в будущем их потомки жили под мирным небом. Акция «Бессмертный полк» – самая масштабная часть Дня Победы. Только в прошлом году в Сыктывкаре в полк стало больше 11 тысяч человек.